Друзья, всем большой привет! На календаре у нас 29 мая. И у нас сегодня первый день, как я приехал в деревню. Вот моя деревня, вот мой дом родной, родительский. Первым делом вытащил с печки золу, растопил печь. Пусть топится, прогревается. Ну а пока день-два я буду жить здесь на летней кухне. Здесь у нас прорастает картофель, здесь у нас тепло, здесь у меня включенный был обогреватель. Что у нас с тюльпанами? Несмотря на заморозки, несмотря на снег, что было в мае, вроде бы они не замерзли. Заходили коровы, немножко потоптались, но не критично. У меня с изгородью все нормально, как бы все загорожено, но у нас, как мы видим, с соседями общая территория. Между соседями забор убрали, и где-то что-то заходили, в общем, коровы, немножко потоптались. Так, что у нас по планам? Работа, конечно, здесь у нас в деревне не початый край. До сих пор у нас не убран старый сарай. Основную часть в прошлый год убрали, потом что-то дело тормознулось. Но это планы максимум. Планы минимум что? Я думаю, мало кому интересна моя сельская жизнь. Так, коротко буду держать всех в курсе событий. Так, для наглядности это и для истории, и для себя. Что у нас творится на 29 мая. Обычно в это время у нас уже тюльпаны цветут. Вот марьямоль проклюнулся тоже. Вот это все на 29 мая. Надеюсь, когда-нибудь все-таки потеплеет. Сегодня градусов 7-8, не больше. Солнышко светит, но ветер ледянющий, ледянющий холодный ветер. Холодно все-таки, оденусь. Так, это коротко о сельской жизни. А так, по планам у нас сегодня поставить продольники. А чтобы поставить продольники, вода, смотрю, у нас большая. Для продольников самое то. Чтобы поставить продольники, первым делом надо, конечно, накопать червей. Чем мы сейчас и займемся. Огород перепахивать не будем. Это мы дело оставим для плуга. А вот грядку перекопать как бы надо, где была посажена капуста. Клубнику трогать не будем. Ну пойдемте поближе посмотрим, там все увидим. Что мы видим? Клубника, которую я посадил прошлый год, толком еще не прижилась. Думал, в этом году будет все шикарно, хорошо, но видим, что она тоже померзла нехило. Заморозки до минус 8-9 градусов без снега сделали свое дело. Но свежие листочки тоже есть, и надеюсь, она возродится. Черви еще бывают вот здесь вот. Ага, вижу. Под досками я специально вот ложу доски, чтобы меньше мусора было вдоль грядок. И там, вот как мы видим, тоже червячки собираются. Вот. Вон. Это на первое время, конечно, черви. Потом поставим ловушки для живцов, для гальяна. И будем ловить на гальяна. Но первое время попробуем на червей. О, жуков сколько всяких разных. Так, не так-то их и много. Червей. Ладно. Здесь у нас росла капуста. Капусточка. И сейчас это мы дело все перепашем. И в планах у меня вот эту грядку все полностью засадить клубникой. Клубника, ягода вкусная, ягода красивая. Детки любят, да и сами мы не прочь полакомиться. Так что потихоньку. Эта грядка у нас была заброшена в свое время. Прошлый год я ее практически полностью перекопал. Там вот метр буквально остался. Посадили клубнику, сажали капусту. Теперь мы это все дело перепашем. И заодно посмотрим, есть ли у нас здесь червячки. Черви у нас есть.
В общем, совмещаем полезное с приятным. Не только ищем червей, но также перекапываем грядки, очищаем от мусора и все такое. Как-то вот так. Деревенская, сельская жизнь началась. О, червей достаточно, так что, я так думаю, час работы, и мы на пару проверок червей на первое время накопаем. Черви дождевые, но двух сортов. Есть вот такие красные, так видно, да? Вот такие красные черви. На них, как бы, мне кажется, ловится лучше. А есть вот такие белые. С недавних времен они появились лет 10-15 назад. И практически выжили этих красных червей. Сейчас красных навозных дождевых червей мало. Этих белых больше. Ну, проволочник еще. Как-то вот так вот. Деревенская жизнь началась. Вот. Это клубничка у нас вроде бы. Ага. Ну, как говорится, будем совмещать полезное и приятное. Жизнь деревни. Деревня — это, конечно, не только майский день. Это очень много работы. Но приятное и полезное у нас тоже, конечно, будет. Это рыбалка. Сегодня накопаем червей, забросим продольники и посмотрим, что у нас с рыбой в этом году. Ну, как-то вот так. Я уже сколько? Около недели, наверное, как вышли с весновки. Было желание, конечно, приехать сразу в деревню, но были холода, были снега, были морозы. И как бы комфортного мало заниматься рыбалкой. Да и очень много работы собралось по дому. Все сделано. Я в деревне, и на душе стало спокойно и радостно. До встречи на реке. Накопаем червей, пойдем кидать продольники. Ну вот мы и на реке. Дождался, пока утихнет немножко ветер, а то была большая волна. И что мы видим? То, что за 4 дня, когда я приехал с работы, вода упала. Упала и намного. Где-то по высоте метр. Сейчас надо какую-то палочку, выручалочку. И давайте мы отметим сразу, не отходя от кассы, уровень воды. И будем контролировать, поднимается вода или падает. Ёшкин кот, сейчас это мне лодку опять стаскивать будет надо. Так, ну давайте нашу метку поставим. Вот давайте вот сюда вот поставим. Вот и здесь будем контролировать. Вот так вот. Так вот. На границе. Ну вот и утро. Прошло часа 3-4, наверное, после установки. Ну, где-то 3, где-то 4. Первая проверка. Первая проверочка. Так. Ну и кто-то пока дергает. Раз. Там еще что-то идет. Два. И еще что-то там идет. Опа. 3. Вот так вот. Первая проверочка. Ленскадан.
Все получилось. Все получилось. Трезия. Вот таких вот. Ленскадан. Ну вот, друзья. Вот это рыбалка, я понимаю. Прошло часа 3. И сразу же на первом продольнике вот 3 озечка. Ленскадан. Это говорит о том, что рыба ловится. А если рыба ловится, значит мы ее будем ловить. Раннее утро, тишина. Деревня рядом, так что будем говорить шепотом. Холодина, минусовая температура. Настроение вон. Начало есть, продолжение будет. Поехали дальше. Что нам скажет второй продольник? Раз. Так, что-то есть. Что-то есть. Раз. И еще там походу что-то есть. Так. Есть язычек. Блин, запуталось все. Так. Еще что-то там есть. Ага, вот идет, идет, идет. Два. Здесь 2. Ух ты, на какой большой крючок попался, вон, на налимовый. Нацепил большого червя, он. И Ленскадан дошел. Ну вот. 3 плюс 2. 5 Ленскадан. А, ясь кормилец. Все примерзло. В такую погоду, конечно, проверять не айс. Черви все примерзают, но раз начали, уже проверим. Ну и морозяка, блин. 30 мая сегодня получается. Послезавтра лето. А у нас жесткий минус. Ёршик. И еще что-то там есть. Сопливый. И еще что-то там небольшое есть.
Что-то небольшое. Дадим ему шанс. Подъязок, которым он не воспользовался. И еще что-то есть. Еще один ёршик. Два ерша. И один подъязок. Ну, не пусто, и то хорошо. Опачки. Так. Что-то есть. Язёк. Опачки. Что-то есть не крупный, мелкий есть какой-то. О, Господи. Ёрш Иваныч. Какой ты Иваныч? Ты всего лишь ершунчик. Ну и все. Есть тоже один. А начало-то какое было? А начало-то какое было, а? Фух, ну и морозяка. -5, не меньше. Опачки. Так. Что-то небольшое есть. Ёршик. И за ним походу язёк. Что, дадим ему шанс, которым он не воспользовался. Вот такой вот ёршик. И вот такой вот язёк. Почему язёк? Язь. Наверное, самый крупный пока. А нет, два одинаковых. Ну, середнячок. Вот, Янскаден. Кто-то еще не наохотился. Продолжают стрелять. Вот это уже, я так думаю, неправильно, тем более возле деревни. Так, ну, что-то есть. Небольшой язёк. Ух ты, нормально. Опа. Что-то я сегодня борзею. До поры до времени. Поднимаю без сачка. Сука, подранка добивает. 30 мая. Охота закрылась с подсадной даже 26-го. Это уже чистой воды браконьерство получается.
Ну вот, еще один язык Янцкадан. Так, что? Да что такое? 4-й раз стреляет. Вон, уточки. Надо где-то искать мальков. Черви уже не котируются. Прошло 3 часа. И уже практически ни одного червя нет на крючках. Лодка уже скользкая стала вся. Надо быть очень аккуратным, чтобы не поскользнуться, не дай бог. Опачки. Так, а здесь что-то вроде бы есть. Что она там? Что она там? Язык идет. Идет язык, качается. Борзеть больше не будем. Раз. Наш Янцкадан. Вот, еще +1. Вот, последний продольник на сегодня. Хватит. Начало есть. Остальное днем. Так. Ну вот, последний не захотел нам ничего дать. Пусто. Что, друзья, наступает новый день, 30 мая. Скоро зайдет солнце, появится. На улице мороз, -5 примерно. Лодка вся во льду, очень скользко. Ну и что, подводим итоги. Я не знаю, сколько язей, но с десяток вроде точно есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. Десяток есть точно. Хорошее начало. Сколько закинули. И на утрянке порыбачили. Первая рыбалка не комом, хорошим блинчиком получилось. У нас где-то по плану пару недель порыбачить. Не знаю, как с водой будет. Если будет так, то будет все здорово. Главное, начали. И начали неплохо. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Чтобы из сердца выбросить дум ненужных день, чтоб у Бога выпросить добрый светлый день.
Здесь такая силища и разлив какой. С этой речкой выросли, детство бьет тоской. Все места облазаны, босиком прошли.